Have mercy on me, a sinner. 30-летний Хасан Халил рассказал, что скандальный снимок послужил поводом на фоне неприязни казахстанских рабочих к арабам из-за разницы в зарплатах. После нескольких заявлений об увольнении, на фоне просьб о повышении зарплаты, казахстанцы разъярились из-за опубликованной арабам фотографии. Мы быстро закрыли двери и забаррикадировали их стульями. В пятницу мы удивились той фотографии, опубликованной Элидаудом. Нас заверили, что ситуация разрешится. В субботу мы пришли на работу. Все было в порядке и до 9:30. После казахстанские рабочие начали собираться в количестве нескольких сотен и даже тысяч. Они шли в головные офисы, где я работал инженером. Мы быстро закрыли двери и забаррикадировали их стульями. Но казахстанцы сумели вломиться и начали жестко, изо всех сил, избивать нас, рассказал Хасан Халил. Хасан рассказал, что опубликованные в соцсетях ролики с избиениями экспатов были лишь каплей в море. Нравится, да? Нет, нет, валлахи, нет, валлахи, брат. Смотри, братьям своим скажи. Братьям своим скажи. Меня вывели из офиса. Когда я открыл глаза, то увидел, что меня окружают тысячи рабочих. Один из них брызнул мне в лицо водой. Затем меня выгнали с территории предприятия. Я не вернулся в больницу. 2 дня ждали, когда ситуация утихнет, чтобы улететь на самолете на родину. 5 лет назад безработица в Ливане заставила меня эмигрировать в Казахстан. Я глава семьи, и я чуть не потерял жизнь вдалеке от родины. Не знаю, вернусь ли еще в Казахстан. Еще не принял решение. Рассказал Хасан. Около 3 часов длилось безумие. Юсуф Хасан, который 10 месяцев работал в Казахстане, также рассказал о случившемся. Мне повезло, что я был далеко от места избиений. Все началось с демонстрации казахстанских рабочих, прежде чем они отправились в офис. Затем они искали Элидауда. Не найдя его, казахстанцы начали избивать каждого встречавшегося араба. Около 3 часов длилось безумие, прежде чем охрана сумела взять ситуацию под контроль. В городе усилили защиту из-за боязни эскалации конфликта. Рабочие были в ловушке. Я был одним из тех, кому удалось пронести паспорт, в то время как остальные коллеги не смогли проехать к месту своего проживания, поведал Хасан. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока.